Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 55 минут в этой студии с гостями мы обсудим самые актуальные новости и события, которые появились в информационной повестке дня, которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку на экраны периодически выводят режиссеры. Можете переходить по той ссылке, которую видите сейчас, выбирать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии, политический аналитик Андрей Вигелинский. Витаю вас, пан Андрею. Ассаляму алейкум. Добрый вечер. Добрый вечер. Я предлагаю начать наш эфир со следующих новостей. Как известно, представители Соединенных Штатов Америки и России вчера провели переговоры в Женеве по так называемым гарантиям безопасности, предложенным российской стороной в середине декабря. Эти переговоры продлились 8 часов. Власти России заявили, что требуют железнобетонных гарантий от Соединенных Штатов, что Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса. После переговоров замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провел пресс-брифинг. И вот какие основные тезисы прозвучали из его уст. Росія заявила США, що не планує нападати на Україну. Росія вимагає, щоб НАТО відмовилося від країн, які вступили до Альянсу після 1997 року. Росія хоче залізобетонних гарантій того, що Україна та Грузія не опиняться в НАТО. Росія не побачила прогресу у питанні відмови НАТО від розширення на схід. Представитель США на переговорах, заместитель госсекретаря Венди Шерман, также провела брифинг для журналистов после дискуссии с Рябковым. И вот главные заявления, которые она сделала. США чекають відведення російських військ від кордонів України, оскільки це стане сигналом до деескалації ситуації. США готові обговорювати з Росією розміщення ракет та військові навчання в Європі, але на умовах взаємності. США вірять у можливість прогресу, але для цього Росія повинна почати деескалацію. США не дозволить Росії закривати двері НАТО для інших країн. США готові ввести санкції проти ключових інститутів Росії у разі нападу на Україну. США продовжать консультації з союзниками та партнерами. Пан Андрей, а что вы для себя важного почерпнули от вчерашних переговоров? Давайте так. С точки зрения конструктивизма там были два тезиса важных. Ну, то есть каждая сторона, в принципе, осталась верна своим тезисам и своим ритуальным требованиям, и кто-то своим ритуальным обязательствам. Но, собственно говоря, никто из трезвомыслящих, наверное, аналитиков никогда в жизни не сказал о том, что представители стран НАТО, да, либо, допустим, представители Соединенных Штатов возьмут на себя какие-то юридические обязательства, которые связаны с, скажем так, ограничением возможности доступа к участию в Союзе определенных стран. Трудно себе действительно представить, что они выйдут с этим заявлением. Но Российская Федерация же написала это требование, да, то есть это завышенное ожидание от переговорной позиции, при том, что они четко и вполне адекватно воспринимают то, что таких обязательств, сторона вторая взять на себя не может. То есть все остались преданы своим убеждениям в части, которые касаются ритуалов, но было два, с точки зрения, наверное, того, к чему стороны придут в конечном результате переговоров, два тезиса, которые касаются размещения размещение ракет малой и средней дальности на территориях, которые могут обсуждаться. Я думаю, что по этому вопросу как раз стороны и достигнут соглашения. Стороны имеются в виду страны-члены НАТО и Российская Федерация. И вопрос, которым представительница Соединенных Штатов определила возможность прогресса, это в том числе вопрос, который касается учений.
То есть учение и размещение военных баз на определенных территориях. То есть увеличение военного контингента там, где силы НАТО присутствуют, либо предсказуемость и согласованность действий в части, которые касаются учений. Это вот тот минимум или тот базис, с которым стороны, скорее всего, выйдут уже после встречи, которая состоится 12 января, если она не будет продлена. Но мне кажется, у нас вот эти аспекты, они не особо анализируются в студиях, или по результатам переговоров. Все говорят о том, что есть зрада, есть перемога. Да? Да. Россия, она не меняет свою позицию. Говорят же, мы хотим четких гарантий по поводу того, что Украина и Грузия не станут членами Альянса. Но нигде, никогда в нашем примитивном понимании того, как пишутся, как понимаются переговоры, нигде никто никогда не поставит подпись под документом, в котором будет написано: мы, Соединенные Штаты, обязуемся не голосовать как член НАТО за то, за заявку Украины, которую она предоставит для участия, допустим, в Альянсе. Мы не будем голосовать. Но это невозможно. Даже не с точки зрения невозможно, с точки зрения того, насколько та же Российская Федерация поверит таким обязательствам. Сегодняшняя администрация, она не проголосует, но, допустим, пройдет 5 лет, 10 лет, 15 лет. И, может быть, какая-то администрация все-таки возьмет и проголосует за. То есть, насколько долговременными или долгосрочными могут быть такие гарантии. То есть это же на самом деле ни о чем. Не говоря о том, что это противоречит уставу НАТО. Не говоря о том, что об этом говорить по состоянию... О таких решениях можно говорить по состоянию на сегодня. Вот если бы сегодня была заявка Украины в НАТО, да, и Украина становилась бы членом НАТО 1 февраля, то, наверное, Российская Федерация могла бы говорить о том, что нет, если до 1 февраля вы, собственно говоря, не меняете конструкцию, да, и то мы начнем там агрессивные военные действия какие-то. И вот тогда задумались представители членов НАТО, готовы ли они к активным военным действиям, и, может быть, стоит повременить. Но этот вопрос даже не на столе. Мы не знаем, когда он появится на столе. Мы не знаем, какой будет, скажем так, политический строй или политические лидеры, какие возглавят страны-участницы Североатлантического альянса, и какие убеждения они по отношению к Украине будут иметь. И более того, мы не знаем, какая будет наша страна. И плюс, если совсем уж откровенно говорить, то пока ведь вопрос вступления Украины в НАТО пока не стоит. Нас же пока в НАТО брать не берут. Если бы это был вопрос сегодня, стоял, то есть принимаем Украину сейчас или не принимаем, то тогда мы говорили о том, что есть предмет переговоров. Я скорее склонен к мысли о том, что это переговоры, которые должны привести к выработке определенных процедур согласования действий НАТО, военных, в первую очередь военных, а дальше уже и политических, в части, которые касаются, допустим, согласования их или уведомления Российской Федерации об их проведении, такие, которые бы учитывали ее мнение. То есть, допустим, если мы говорим о военных учениях в Черном море, хотя тут тоже нельзя ограничить страны-участниц НАТО в проведении этих учений, потому что Турция является членом НАТО. Да? То есть и эта акватория Черного моря, она точно так же и турецкая, как и украинская, как и отчасти и российская. То есть нельзя страну, которая имеет выход к морю, ограничить в том, чтобы она его использовала. Это противоречит международному праву. Но в то же время, допустим, можно ограничивать военный контингент, который там используется, либо концентрацию военной техники, стран-участниц. И вот это согласование действий на уровне диалога Россия-НАТО, оно возможно по процедурам. Допустим, диалога, коммуникации. И это тоже прогресс. Именно прогресс в отношениях НАТО и России. То есть вот если мы берем вот этот аспект. Для Украины, это не мой тезис. Тезис услышал я Юрия Анатольевича Бойко, о том, что переговорный процесс, это из плюсов, переговорный процесс, который происходит между странами, и один из вопросов, которым является Украина, он положительный для нас. В чем? Потому что пока он происходит, как минимум интенсивность обстрелов, как минимум, скажем так, обострение непосредственно на линии разграничения, которые существуют, оно минимизировано. Есть, я бы не сказала. Вчера 2 украинских солдат погибло. Оно не находится в острой фазе. Понимаете? То есть мы не говорим, что сведены к нулю. Мы говорим о том, что, по крайней мере, вот в период переговоров, в которые вступили россияне и Соединенные Штаты, мы с вами убрали фактически с информационной повестки во многом за последних дней 20, сведения о том, насколько увеличивается военный контингент Российской Федерации, насколько именно в информационном пространстве, насколько увеличивается риск непосредственного вторжения. Пропали
новые планы уже не так часто появляются о том, какая схема вторжения в Украину. Ну вот Нью-Йорк Таймс на прошлой неделе в пятницу опубликовала очередную карту, ссылаясь на свои источники в администрации президента США и разведки, а также на спутниковые снимки, где расположены российские военные. Я попрошу наших режиссеров вывести эту карту на экраны, да, и каким образом Россия может осуществить очередное вторжение в Украину. А сегодня Нью-Йорк Таймс, снова ссылаясь на свои источники, заявила, что Российская Федерация начала переброску военных вертолетов к украинским границам. Да, но нету, информация появляется, но нету такой обеспокоенности и паники, в том числе в Европейском Союзе. Плюс мы, как страна, устами нашего Алексея Мячеславовича Данилова, говорим о том, что информационные вбросы подобного характера, но они не соответствуют фактическому расположению войск. И исходя из той информации, которой владеет наша разведка, а наша разведка владеет этой информацией, обмениваясь с официальными лицами других стран, мы не считаем высоковероятным это вторжение. Раз. И два, переговоры, для того, чтобы они были результативны и для того, чтобы их можно было продать населению, они всегда сопровождаются, скажем так, взаимными уступками, либо шагами навстречу другу в вопросах гуманитарных. Гуманитарный вопрос – это, собственно говоря, как мы с вами сегодня ознакомились с пресс-релизом, который имел место на сайте Офиса Президента, по результатам встречи представителей Франции и Германии с президентом Украины. Да. Об имплементации Парижского коммюнике, которое было достигнуто в 2019. Оно начинается как раз с вопросов прекращения огня, открытия КПВВ дополнительных, возможностей перемещения лиц и граждан. Это, кстати, очень важный будет момент с точки зрения именно гуманитарной. Это признание ковид-сертификатов. Лица, которые находятся на временно оккупированной территории, они вакцинированы, скажем так, спутником вакцины, которая в Украине не признана. И то есть, когда вы делаете шаги навстречу друг другу, понятно, что Российская Федерация воспользуется этим в своих интересах информационной пропаганды, а для Украины это будет шаг навстречу. Это не значит признание самой вакцины Украине, но, допустим, сложно будет это реализовать. Либо убрать этот момент, вообще просто момент проверки ковид-сертификатов. Потому что признать официальный документ, это именно ковид-сертификат, который выдан каким-то органом, непонятно каким, тем, который мы не признаем с точки зрения своего законодательства. То есть, скорее всего, мне кажется, Украина пойдет в случае открытия дополнительных КПВ, либо предоставления возможности им работать в обычном штатном режиме, пойдет путем того, чтобы исключить момент необходимости проверки сертификата о вакцинации этих граждан. К встрече в рамках нормандского формата без участия России мы еще вернемся. Я предлагаю подключить к нашей беседе Тараса Березовця, політтехнолога та магістра міжнародних відносин. Зараз на прямому зв'язку. Пане Тарасе, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Пане Тарасе, чи чуєте ви нас? Я так понимаю, что пан Тарас нас сейчас не слышит. Мы попробуем наладить связь. И, да, к сожалению, пан Тарас нас сейчас не слышит. Попробуем наладить связь. Я попрошу наших звукорежиссеров. А пока напомню, что мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам в студию по Вайберу, либо по Скайпу. +38 067 63 46 130. Это наш номер. А можете также присоединяться по Скайпу. atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Да, я так понимаю, что мы пока что еще не успели наладить связь. Попробуем сейчас еще раз связаться с Тарасом Березовцом. Возвращаясь... Давайте буквально еще вернемся к диалогу НАТО-Российской Федерации. Да. Если мы говорим о том, что было вчера диалог же был все-таки уровень немножко другой. Это был диалог представителей стран Соединенных Штатов и Российской Федерации. А саммит, уже который как раз касается тех вопросов, гарантий, в том числе, на которых настаивает Российская Федерация, он, собственно говоря, и со ссылкой даже на официального представителя Соединенных Штатов нуждается в консолидированной позиции всех стран-участниц Альянса. Поэтому вчера, может быть, это было, знаете, более предметное обсуждение отдельных пунктов. Но с результатом они выйдут. Если выйдут, это тоже важно понимать, только тогда, когда хотя бы с точки зрения формальности, состоится вот этот саммит уже непосредственно НАТО, стран-участниц НАТО и Российской Федерации, а не США и Российской Федерации. Это тоже, скажем так, все мы предполагаем и с вами понимаем, что вес Соединенных Штатов в Альянсе, он
более чем весомый и, наверное, превалирующий. Помимо того, что все страны-участницы равны между собой, но, тем не менее, коллективную безопасность там так или иначе определяют Соединенные Штаты. Но Соединенные Штаты не будут, не без учета, ну, собственно говоря, так об этом и сказала представительница Госдепа, да, без учета мнений других стран-участниц принимать какие бы ни было решения. Поэтому это часть длительного, многоэтапного переговорного процесса, который начинался еще с коммуникации, я так думаю, что госпожи Нуланд в Москве в конце прошлого года, даже не в конце, а осенью прошлого года, коммуникация, которая продолжалась уже потом на уровне Министерства обороны двух стран, коммуникация, которая в какой-то части финализировалась диалогами Байдена и Путина. И сейчас, по идее, на уровне институциональном, может быть, они придут к какому-то условному соглашению, но которое, скорее всего, с точки зрения практики, будет находиться вот в этих двух вопросах, о которых я говорю. То есть ракеты малой и средней дальности, учения и военные базы, не больше. Тарас Березовец с нами на прямой связи. Пане Тарасе, вітаємо вас. Салям алейкум. Ассаламу алейкум, доброго вечера. Да, пане Тарас, а как вам вчерашние переговоры между высокими представителями России и США по так называемым гарантиям безопасности? Эти переговоры продлились 8 часов. А о чем это сигнализирует? Це свідчить в першу чергу про те, що перемовини були надзвичайно складними для обох сторін, і завищені очікування, які озвучував напередодні Сергій Рябков, заступник міністра закордонних справ Росії, стосовно того, що вдасться досягти компромісу з американцями, в першу чергу ключовою вимогою російської делегації в Женеві домогтися юридичних гарантій не вступу в НАТО України і Грузії. Всі ці сподівання виявилися марними, місія Рябкова провалилася, і треба сказати, що вчора для Путіна був не найдаліший день, особливо на тлі того, що йому зараз вдається досягти в Республіці Казахстан, встромивши туди російського сапога, де Путін зараз намагається, я думаю, має всі шанси закріпитися. В Женеві все пішло для росіян за найгіршим сценарієм, тому на тлі новини про те, що Україна отримає $200 мільйонів додатково на військову допомогу з боку Пентагону, треба сказати, що вчора, 10 січня, був надзвичайно вдалий день для України. І те, що сталося, треба, скажу, переосмислити, звичайно. Дочекаємо, зрештою, підсумку перемовин по лінії НАТО-Росія вже завтра, 12 січня, а далі перемовини по лінії ОБСЄ-Росія. Але зрозуміло, що жодного компромісу суттєвого, на який росіяни сподіваються, вони зараз не отримають. Ну, с другой стороны, пане Тарас, а на что действительно рассчитывали в таком случае россияне? Вот мы с паном Андреем Вигеринским сейчас в студии обсуждали, что в Кремле не могли не понимать, что НАТО или Соединенные Штаты Америки никогда не выступят с публичным заявлением и с какими-то юридическими гарантиями о нерасширении НАТО на восток. Но это, в принципе, в нынешних реалиях, в нынешней конъюнктуре невозможно. Тогда на что рассчитывали русские? Ну, сподівання були дуже прості. Не треба переоцінювати насправді Путіна. Він завжди так зухвало діє в рамках його путінсько-лавровської дипломатії. Це дипломатія із підворітні. І він дуже часто, як про це сьогодні, наприклад, повідомила французька радіостанція Europe One, він діє з нахрапом. Він діє дуже нахабно, розраховуючи на те, що його нахабство будуть змушені діяти відповіді. І французькі журналісти наводять приклад того, як свого часу, наприклад, Франція робила поступки росіянам в Раді безпеки ООН, сподіваючись, що росіяни будуть діяти у відповідь. А вони це навіть не помічають. Тобто вони отримали поступку і пішли далі. Тобто сподівання Путіна було на те, що він пред'явить такі завищені вимоги, а якщо їх не вдасться досягти, то вдасться щось менше досягти. Зрештою, американці ж окреслили межі свого компромісу. Це стосувалося скорочення кількості військових навчань, скорочення кількості ракет в Європі, але росіяни мали так само докластися. Але ми бачимо, що навіть компромісу не вдалося досягти. Ну, в таком случае не загнала ли Россия тогда сама себя в цуксванг? С одной стороны, никакого компромисса добиться не получилось, никаких гарантий добиться не получилось, и оказалось, что король голый, а с другой стороны, в случае, если Россия попытается осуществить некую интервенцию дальше, то это повлечет за собой огромнейшие и довольно жесткие, дьявольские, адские, может по-разному назвать эти санкции, о которых предупреждает сейчас коллективный Запад. Ну, зрештою, весною 2021 року
Путін уже намагався цей трюк повернути. Він так само погрожував тоді вторгнення в Україну, але після цього погодився в якості компромісу на зустріч з президентом США Байденом, де жодного серйозного компромісу він не отримав, за винятком єдине чого, що США точно зняли всі застереження стосовно Північного потоку-2. Але Північний потік-2 досі не запущений. Ми бачимо, що якщо Путін не виконує те, що він обіцяв американській стороні, американська сторона так само може не виконувати європейські партнери. Сертифікацію Північний потік не завершив, і не факт, що він взагалі завершить на цій ескалації. Але треба зазначити, що загроза звичайно вторгнення Путіна зберігається, і сьогоднішній прогноз французької розвідки, який був опублікований, 3 основні сценарії Путіна: повномасштабне вторгнення в Україну, другий – вторгнення на Донбас, і третій – захоплення південних областей України, він, звичайно, залишається. Але я певен, що багато чого ми не знаємо. Ми можемо спекулювати скільки завгодно, деталі перемовин Рябкова і Венді Шерман ми не знаємо. І те, що росіян попередили про не просто жорсткі санкції, а фактично загрозу їхнього відкидання технологічного, було озвучено. І те, що Путін буде змушений це тримати в голові, на це реагувати, це очевидно. Пане Тарасе, вы упомянули Казахстан. Еще несколько вопросов по Казахстану. Сегодня президент Токаев заявил, что завершена уже основная миссия и работа миссии ОДКБ на территории Казахстана. И в ближайшей перспективе, в ближайшие недели силы ОДКБ должны уже покинуть Казахстан. Это действительно так? Мы же понимаем, что основные силы ОДКБ составляют российские военные сейчас на территории Казахстана. Действительно ли они оттуда вийдуть? Це буде, на жаль, вирішувати не Токаєв і не казахстанський народ, це буде вирішувати виключно Путін. І Путін сьогодні вже відповів через прес-секретаря Дмитрія Пєскова, сказавши, що росіяни будуть знаходитись на території Казахстану стільки, скільки буде потрібно для стабілізації обстановки в республіці. Це те, в принципі, про що попереджали, що росіяни можуть легко зайти, але дуже важко звідти будуть виходити. На жаль, Токаєв не має жодного впливу на цю ситуацію, він нічого не буде вирішувати. Буде вирішувати сьогодні Путін і Генеральний штаб Збройних сил Росії, і зрештою російський представник на місці, реальний генерал-губернатор Казахстану Андрій Сердюков, К українського Донбасу і Криму, який брав участь, який нині очолює російські війська ВДВ. Тому це такий путінський був сьогодні тролінг, тобто Токаєв може робити заяви і далі, але його місце йому вже вказали. І росіяни звідти, звичайно, виходити, як до цього хотів Токаєв, так швидко не збирається. Тому що у Путіна великі економічні інтереси, в тому числі дерибан імперії Назарбаєва і клана Назарбаєвського. І Путін збирається, звичайно, взяти в цьому участь. Найбільші поклади урану в світі, які знаходяться саме в Казахстані. І величезне стратегічне становище в регіоні Центральної Азії, яке дозволяє контролювати всі решту 4 країн Центральной Азии. Сегодня уже Токаев сделал заявление и поручил правительству ликвидировать компанию дочери Назарбаева по утилизации мусора. Он там сделал огромное количество заявлений, и очевидно, что сейчас Токаев очищает свое окружение от высокопоставленных чинов некогда Назарбаевым. О чем это говорит? Це лише свідчить про те, що Токаєв зараз буде добивати разом з росіянами, добивати ЖУЗ колишнього президента країни Назарбаєва. Він буде позбавлятися, в тому числі фізичним шляхом, від тих незгодних, і в загадковій смерті представників спецслужб і поліції напередодні 3 загинуло, нагадаю, з загадкових обставин. Це стільки свідчить, що боротьба в Казахстані загострюється. Почнуться зачистки. З одного боку, зачистки від клану, представників клану Назарбаєва. До речі, доля колишнього президента досі невідома. Він не з'являвся на публіці з 28 грудня 2021 року. І невідомо, чи він живий, чи він фізично, якщо він живий, чи він фізично здатен здійснювати будь-які функції, чи, можливо, він уже знаходиться поза межами Казахстану. Це теж питання, яке потребує відповіді. Та й зрештою, крім цього, почнуться зачистки казахстанських патріотів, які будуть брати участь як силовики Токаєва, так і російські окупанти. На превеликий жаль, Казахстан чекає доля окупованого Криму багато в чому. Тому що росіяни вже неодноразово заявляли, що їх дуже непокоять представники
казахстанських патріотичних кіл, які, значить, як вони кажуть, намагалися нав'язувати свою казахстанську культуру, позбавлятися російської мови, російської культури і подібне. І всіх цих людей чекає або переслідування, або смерть, або еміграція. Дякую вам дуже, пане Тарасе. Чохсаглено, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Тарас Березовець був з нами на прямому зв'язку, політтехнолог та магістр міжнародних відносин. Пане Андрію, що произошло, на ваш взгляд, в Казахстані? Давайте так. События в Казахстане пока еще развиваются, и можно говорить о промежуточном результате. Для самой страны, помимо того, что временно решен вопрос стоимостью сжиженного газа, пока произошла ситуация, связанная с тем, что один клан сменил другой клан. Скажем так, нет необходимости искать компромиссы в пределах двух семей, скажем так, или двух кланов, двух семей, как хотите. Назарбаев, по-моему, окончательно и вся его семья ушли с повестки политической страны. Экономические рычаги, те, которые будут позволены, им оставят. Ну, то есть их не разденут догола, это точно. Не говоря о том, даже несмотря на то, что сегодня Токаев там предложил изменить немного систему инвестирования в соответствующий фонд, да, благосостояния Казахстана, со стороны тех лиц, которые ранее зарабатывали немножко больше, нежели все остальные. Инвестиции, я думаю... По международным меркам, у которых есть огромное количество денег, сказал Токаев. Ну, это немного противоречит как бы базовым принципам и ведения бизнеса, и прав граждан. Ну, дело не в этом. Этого сейчас требует ситуация похожих заявлений. Либо богатые тоже плачут, богатые тоже заплатят. Никто из тех, кто наживался на нашем народе и на наших ресурсах, не уйдет без ответа. Но мы внутри своей страны это все уже переживали и переживаем и сейчас, даже в части, которая касается противодействия олигархам. Ну, примерно похожий тезис. Ну, зарабатываете, надо делиться. Раз надо делиться, то куда? Фонд будущих поколений. Ну, не кажется вам, да, что есть определенное сходство в тезисах, к которым разные лидеры обращаются к своим странам. Вот я думаю, что господин Березовец со мной бы согласился, если бы он назвал тоталитарным лидером Токаева, то он бы сейчас спокойно сказал бы, что да, это то, что объединяет господина Зеленского и других авторитарных лидеров стран постсоветского пространства. Постсоветского. Но все, что касается... Мне кажется... Более интересным это причины самих событий внутреннеполитических в Казахстане. И являются ли они исключительно внутренними, либо в том числе от определенной части дирижированными извне. Я ни в коем случае не принимаю позицию ни ту, которую как истинную, ни ту, которая была озвучена Токаевым в обращении к ОДКБ. Тут нужно понимать, что... 20 тысяч террористов захватили Казахстан и требуют понижения цен на сжиженный газ. Да, причем дело... Комично тут есть обратная сторона. 20 тысяч террористов, которые работают синхронно в пределах страны, которая размером Западную Европу. Ну, как бы... Такой синхронизации действий без координации быть не может. Соответственно, подготовка какая-то была, координация была. Я же говорю, пусть следствие, если оно будет проведено, оно будет проведено, там около сколько, 8 тысяч человек, по-моему, задержанных, да, по состоянию на сегодня уже. Ну вот сейчас, используя все доступные методы, правовые методы допросов, у них уточнят, кто их координировал, каким образом их собирали и так далее, и так далее, и так далее. Какую-то версию публично озвучат. Но обычно... Ну, правда... кстати, уже была публично озвученная версия, правда, там с киргизским музыкантом, который попал на территорию Казахстана. Я же говорю, всех доступных правовых методов допроса могут родиться очень интересные версии. Но обычно версии, которые по горячим следам, они односторонние. То есть победитель, в данном случае пока политический победитель внутри страны Казахстана, это Токаев, они будут, те версии, которые будут доказывать досудебное расследование, ну и следствие, и суверенные органы, они будут совпадать с позицией Токаева, которые стали прелюдией к ведению войск ОДКБ. То есть террористы, иностранное влияние, ну то есть ему уж все хором подпевали там и Лукашенко, и Путин. Окей, но тем не менее, ведь своих войск на территории Казахстана достаточно. 70 тысяч военных казахстанских, да, сегодня не было преданности? Ну мы это видели. Давайте. Ну а что меняет 2030 человек?
Или это не 2030 человек силы ОДКБ? Это тех 2030 человек, которые пришли поддержать существующий политический устрой в стране. Я специально не использую понятие режим, хотя его проще произносить, потому что режим у нас априори уже воспринимается как что-то отрицательное. Это режим, это диктатура, режим, это авторитаризм. Я, опять же таки, хочу быть корректным в плане высказываний. Почему? Потому что с точки зрения юридической, формально, легенда того, почему необходимо вводить там войска ОДКБ, миротворческую миссию, да, она как раз имела свою привязку к тому, что работают отчасти международные террористические организации. Соответственно, суверенные органы справиться с этим не могут. Это несет угрозу как самой стране, так и в целом нашему объединению ОДКБ. Соответственно, просим помочь. И вот этих 2000 человек, которые отправили, это во многом протестующим мирным, которые присоединились к протестам, и другим силам служило сигналом того, что в отношении их будут работать люди, которые вряд ли перейдут на их сторону, как это делали, допустим, сотрудники Комитета государственной безопасности, да, или же сотрудники полиции Казахстана. Ну, то есть были случаи, по крайней мере, информация. Тут еще тоже момент. Мы не до конца или не в полной мере владеем информационной ситуацией или повесткой в период протеста. Потому что и связь глушилась, и, соответственно, мы тоже должны понимать, что есть часть СМИ и экспертов, которые являются как раз теми же протестующими, либо теми, кто их поддерживает. Есть государственные СМИ, которые меньше блокировались, да, вместе со связью, и они, соответственно, отстаивали позицию органов государственной власти и президента Токаева. Поэтому вывести какую-то объективную картину, ну, в принципе, очень сложно. Тем более делать это по горячим следам. Тем более в ограниченном информационном пространстве. И тем более, пока еще времени прошло не так много. Но, тем не менее, я не склонен думать, ну, вернее, не разделяю мысль, которую озвучил господин Березовец, о том, что это уже аналог Крыма, Казахстан. Ну, во-первых, в Казахстане на одной из границ есть еще одна страна, Китай. Ну, как минимум, плюс в Казахстане, в отличие от Крыма, остался бизнес Соединенных Штатов, бизнес-интересы Соединенных Штатов в виде нефтяных и газовых гигантов, которые, ну, как-то, походу, не спешат оттуда убегать. Европейские энергетические интересы также затрагиваются в Казахстане. Как-то они на самом деле вроде остаются, и, наверное, правовой режим, который там... Ну, может, именно поэтому не было такой вот какой-то активной и четкой реакции со стороны Запада? Не, она была ровно такая, которая она может быть и должна быть правильной и по форме, и по своему содержанию. То есть мы хотим уточнить, они же не критиковали, кстати, введение войск ОДКБ, они высказали только то, что мы хотели бы уточнить или узнать причину использования сил ОДКБ. Раз. Пане Андрей, мы продолжим. У нас просто сейчас на прямой связи Казахстан. К сожалению, там связь плохая. Пока у нас есть возможность связать политолога из Казахстана Талгата Галиева. Давайте его свяжем к нам в эфир. Талгатбей, селям алейкум. Да, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, последние новости. Что происходит сейчас в Казахстане и как были восприняты последние заявления президента Токаева? Последнее заявление президента Токаева воспринято с большим воодушевлением. Это заметно и по социальным сетям, и по экспертным мнениям. Входит множество ранее табуированных тем. И чувствуется четкий поворот в сторону построения социально ориентированного государства с сокращением разрыва между бедными и богатыми. Это в том числе демонополизация экономики, определенные шаги ее либерализации. Вместе с этим Талгатбей сегодня Токаев заявил о завершении миссии ОДКБ на территории Казахстана. И в ближайшей перспективе, в ближайшие недели силы ОДКБ, военные Армении, Белоруссии, России, Таджикистана, Кыргызстана должны быть выведены с территории Казахстана. Это действительно так, потому что у нас в Украине многие политические аналитики высказывают опасения относительно того, что если русские куда-то зашли, вряд ли они оттуда быстро выйдут. Но это все-таки не русские, а коллективные силы. И, соответственно,
президент четко заявил, что уже через 2 дня начнется вывод и продлится примерно 10 дней. Да, но мы же понимаем, что в авангарде сил ОДКБ стоят именно российские военные. Это понимают в Казахстане? Абсолютно понимаю, да. Это вызывало первоначально неоднозначную реакцию, но силы ОДКБ были задействованы исключительно в охране объектов и стратегической инфраструктуры. Они не участвовали в антитеррористической операции. Это просто позволило высвободить силы казахстанских силовиков, только пришли за тавтологию. То есть правильно ли вас понимать, что вот силы ОДКБ, которые зашли на территорию Казахстана, они не принимали абсолютно никакого участия в так называемой антитеррористической операции, потому что вот правозащитники, которые включались к нам в эфир с Казахстана, говорили о том, что вот на улицах Алматы как раз российские военные вместе с казахскими принимали участие в антитеррористической операции. У меня нет оснований не верить официальным заявлениям. Более того, у нас это проходит достаточно прозрачно, и руководство страны отчитывается, какие конкретно подразделения принимали участие из числа казахстанских. Поэтому в целом у нас достаточно собственных сил специального назначения для проведения подобной операции. Единственное, что их полная концентрация на силовых мероприятиях могло бы обнажить объекты стратегической инфраструктуры, наши аэропорты, посольства, правительственные учреждения. Но, тем не менее, мне вот непонятно, 70 тысяч военных, своих военных Казахстана, вот разве не было, этих сил было недостаточно для проведения той же операции, о которой заявил Такаев? Зачем нужно было привлекать ОДКБ, на ваш взгляд? Ну, если вы помните, параллельно были и серьезные отставки, и даже задержания. То есть среди самих некоторых руководителей силовых ведомств существовали признаки, видимо, внутреннего заговора. И в этих условиях привлечение дополнительных сил было, наверное, единственное верное решение. Вы сказали внутренний заговор, или я не расслышала? Да, что вы что вы имеете в виду? Какая-то новая конспирологическая теория вырисовывается? Нет, почему? Это определенные руководители определенных силовых ведомств, один из них уже задержан по подозрению в госизмене. Так. И правительно очень серьезные кадровые решения по ряду силовых ведомств. То есть правильно ли я понимаю, что в правительстве Такаева вот все то, что произошло в Казахстане, считают, что это все инспирировал Назарбаев и его окружение? Нет, такой версии ни я не выдвигал, ни официально у нас нигде не звучало. Я думаю, что это отдельные силовики. Я надеюсь, что расследование будет достаточно прозрачным, и мы услышим какие-то детали. И, Талгатбей, действительно, вот многие задаются вопросом, где находится Нурсултан Назарбаев, что с ним произошло, потому что публично в последний раз он выступал в Санкт-Петербурге 27 декабря, если не ошибаюсь, в последний раз его видели на публике. После этого Нурсултана Назарбаева никто нигде не видел, только слышали заявление его спикера. Вот что говорят в Казахстане по поводу местонахождения Елбасы? Но мы пока ориентируемся на заявление его пресс-секретаря, которое вы, наверное, тоже читали, о том, что он находится в столице и взаимодействует с президентом Такаевым и полностью поддерживает его решение. Çok sağ olun, Талгатбей, что нашли время и подключились к нам в эфир. Политолог из Казахстана Талгат Калиев был с нами на прямой связи. Пан Андрей, что скажете? Что хотите услышать?
Ваш комментарий. Да. Значит, на тему, которая касается, зачем... Ну, вернемся просто к тому, вы же повторяли вопрос гостю, который включался, да? При наличии 70 тысяч, почему 2000, казалось бы, решили вопрос? И мне кажется, его версия, она более чем имеет право на жизнь. Потому что если мы допускаем с вами, ну, просто допускаем, что события, которые связаны с протестами, должны были сменить политическое устройство в стране, были координированы, то они не могли не иметь в себе уверенности в том, что отчасти либо вооруженные силы, либо представители полиции не примут их сторону. Более того, опять же таки, исходя из сообщений, которые мы читали, часть представителей местного Министерства внутренних дел, как у нас, да, переходили на сторону протестующих. Да. Соответственно, мог ли глава государства, как человек, который должен обеспечить, ну, мы сейчас персонально не берем, а просто вот институционально, мог ли глава государства положиться на те вооруженные силы, либо на тех сотрудников полиции, которые обязаны обеспечивать правопорядок на улицах, в том, что они, скажем так, не станут или не примут сторону людей, которые координируют протест? Наверное, нет. Наверное, потому и появилась необходимость в приобщении 2000 военнослужащих, обученных, да, с техникой, да, представителей других государств, да, которые обеспечили просто безопасность критической инфраструктуры. Как сигнал, это уже то, о чем я начинал говорить, это, скорее всего, внушало понимание тем возможным заговорщикам, которые были в вооруженных силах Казахстана, о том, что не все пройдет гладко, не все пройдет быстро, и, скорее всего, что в случае, если... любой заговор, он так или иначе имеет составляющие. Помимо протестов на улицах, в последующем ты обязан захватывать инфраструктуру. Инфраструктуру они начали захватывать. Речь идет об аэропорте Алматы. Административные здания, да, резиденции. Здания. Ты, соответственно, отсекаешь возможность как отлета частных бортов, так и регулярных рейсов. Ты исключаешь, лишаешь возможности прибытия тех или иных объектов, тех или иных технических средств с других стран. Ну и, соответственно, ты уже вносишь деструктив в организацию работы самого государства. И появление миротворцев от ДКБ, наверное, так для простоты буду так говорить, оно как раз просигнализировало то, что вот эти объекты критической инфраструктуры, почему она называется критической, она нужна для обеспечения выполнения государственных функций. Она будет обеспечиваться силами других стран. И захватить их у вас не получится. А без захвата объектов критической инфраструктуры, либо передачи оружия представителям протестующих, да, это тоже важный момент. Потому что то, что у вас при наличии 20 тысяч протестующих есть 100 или 200 единиц огнестрельного оружия, это еще не значит, что вы в случае уже непосредственной перестрелки одержите верх. Но вот если будут иметь место примеры такие, которые переживала в свое время Украина, это не самые хорошие примеры. Когда оружейные склады Службы безопасности Украины на Западной Украине разоружались принудительно, и с оружием люди ехали на Киев, это уже дополнительный фактор паники. Но это все нужно учитывать. И это все было учтено, пока мы принимаем такую позицию господином Токаевым, поэтому и было обращение именно к иностранным государствам. Там, где точно заговорщиков, и так как если мы принимаем версию заговорщиков иностранных, там заговорщиков не было. Ну и все, они обеспечили ту уверенность в том, что... То есть, на ваш взгляд, все действовали, все стороны в данном случае, и Токаев, и силы ДКБ, и Россия, они действовали просто реактивно на происходящие события? События развивались стремительно. Да. Еще месяц назад мы с вами о Казахстане, наверное, не упоминали ни в одном эфире. Да, так в этом-то и интерес. Собственно, даже Башар Асад и Александр Лукашенко через месяц обратились к Путину за помощью, а тут на второй день. Да, а тут момент заключается в том, знаете, это опять же таки версия в пользу Токаева. Наверное, отчасти. Почему? Потому что если у вас 20 тысяч протестующих, а ваши правоохранительные органы на них не реагируют по всей территории страны, те, которые должны как раз мониторить организацию тренировок, организацию или собрание людей. Для этого и существуют, по большому счету, органы внутренней безопасности страны, в том числе выявление
процессов, которые происходят внутри страны, которые имеют, допустим, политический или государственный подтекст, то у вас есть основания не доверять этим органам, либо лицам, которые их возглавляют. Понятно, что отчасти лица, которые их возглавляли, имели отношение и к предыдущей семье, то есть к семье Назарбаева, но в то же время они могли быть и по-другому мотивированы, так как это озвучивается иностранными субъектами или иностранными бизнесменами с Казахстана, корнями из Казахстана, которые находятся за границей. Во Франции или где-то бизнесмен находится, которому адресуются иногда обвинения. Поэтому в общей совокупности основания для обращения были, свою символическую роль выполнены силы ОДКБ, во многом бенефициаром событий с точки зрения институции ОДКБ стал Путин. Тут я разделяю мысли Березовца. Почему? Потому что ОДКБ стала частью той системы, которую выстраивает Путин, которая может обеспечить правопорядок и безопасность для части стран, которые в нее входят. Мы Армению сейчас не берем в расчет, потому что... Хотя участие в этом всем процессе Никола Пашиняна, который тоже пришел к власти в результате цветной революции, трагикомично выглядит. Да, и часть нашего экспертного поля говорит, так что в Карабах не вводили миротворцев, потому что Карабах это была спорная территория. Это не территория, скажем так, не до конца и суверенная, и признанная территория Армении, по которой Пашинян мог бы обращаться за помощью, как с точки зрения противодействия иностранной угрозе, либо террористам. Поэтому тут... Если не ошибаюсь, буквально 2-3 месяца назад было прямое столкновение между Азербайджаном и Арменией на границе. Да. Мы просто говорим о применении институции ОДКБ. То есть она из условного... Она получила возможность говорить о практическом кейсе в ее истории, который оказался успешным. То есть это первый практический кейс успешный? Пока мы говорим о том, что он первый практический и успешный, более того, об этом говорят лидеры стран-участниц, и более того, они еще, я так понимаю, планируют развивать этот успех. По крайней мере, об этом они вчера говорили во время полуторачасового своего диалога. О том, что нужно усилить безопасность, нужно, усилить меры противодействия возможным иностранному влиянию внутри наших стран, возможно, размещать размещать на своих территориях определенный военный контингент. Об этом тоже речь шла. Плюс они говорили об усилении границ с Афганистаном в силу того, что там побеждает Талибан. Соответственно, это неконтролируемый поток террористов и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, да, они, скорее всего, будут развивать и эту институцию, и, соответственно, военную кооперацию. Но и есть политические последствия. Если мы говорим о транзите власти, то тот кейс, который еще несколько лет казался успешным, кейс вроде отхода от власти, но в то же время сохранения при ней у Назарбаева, да, который пытался применить для себя Беларусь или рассматривали в Российской Федерации, каждый в зависимости от того, какой алгоритм они избирали. Да, то есть, тем не менее, там даже символическая роль, которую должен был играть тот лидер государства, который продолжительный период времени находится у власти, она потерпела фиаско. И я думаю, сейчас изменения в Конституцию, которые предлагаются к обсуждению в Беларуси, они будут немножко пересмотрены. То есть там на февраль, кажется, у них референдум запланирован. И что-то мне подсказывает, что текст Конституции, который будет выноситься на референдум, будет отличаться от того, который сейчас обсуждают соответствующие экспертные и общественные организации в пределах Беларуси. Поэтому выводы будут сделаны, тем не менее, с точки зрения международной политики, плюсы от ситуации Путин получил. От этого ми нікуди не денемся. Дмитро Снігирьов, військовий експерт, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитро, вітаю вас. Салям алейкум. Я, на жаль, вас не чую. Алло. Нет, к сожалению, я не слышу. Да, зараз чую, пане Дмитро, вітаю вас. Салям алейкум. Да, зараз чую. Да, пане Дмитро, мы как раз с паном Андреем Вегеринским сейчас обсуждали последнюю ситуацию в Казахстане и пытались проанализировать все то, что там произошло на протяжении последней недели. А на ваш взгляд, что это было? Что это происходит сейчас?
Юрсум, по великому рахунку, давайте звернемо на дати подій, які відбулися в Казахстані. Власне, напередодні перемовини в форматі Російська Федерація, Сполучені Штати, Російська Федерація, НАТО. На мою думку, з боку Російської Федерації це були так звані червоні лінії. Тобто чітко було окреслено території, які Російська Федерація вважає своєю зоною військово-політичного впливу, в тому числі Казахстан. На мою думку, реалізовувалося, власне, спробували реалізовувати два сценарії. Якщо б не пішло, власне, ну, скажімо, в моменті придушення масового заворушення, як це відбулося протягом тижня, тоді Російська Федерація залишала би за собою право, власне, реалізації так званого українського сценарію в моменті анексії певних територій Казахстану. Не випадково, власне, скажімо, північні території Казахстану завжди були, ну, скажімо, в зоні політичного військового впливу Російської Федерації. А я нагадаю, свого часу, коли Назарбаєв про те, що він засуджує, власне, анексію Криму, з боку Російської Федерації, зокрема президента Путіна, пролунала заява про те, що він не пам'ятає, щоб про існування подібної держави Казахстан в кордонах, власне, які були затверджені на момент розпаду Радянського Союзу. Це було чітко дано зрозуміти Назарбаєву про те, що Російська Федерація у разі виникнення певних політичних ситуацій залишає за собою право на анексію частини казахських територій. Ну і головне те, що відбувалося, це все ж таки проблема полягала в встановленні Російської Федерації контролю за видобутком урану. Я нагадаю, 42% загальносвітового видобутку урану це все ж таки припадає на долю Казахстана. Оці все сукупність фактів, ну, скажімо так, і дає підстави говорити про те, що ситуація інспірована в Казахстані виключно російськими спеціальними службами. Тобто питання транзиту влади як такої не, ну, скажімо, не розглядалося. Скорше за все, це було використано як елемент перекриття, власне, військового вторгнення з боку Російської Федерації. И головне, Юльсум, те, ну а что мы, пане Дмитро, но все же, что мы называем вторжением Российской Федерации на территорию Казахстана? Ведь 2330 военных сил ОДКБ, это же ничего. Юльсум, ну, по-перше, там не 2000. Давайте згадаємо, власне, навіть заяви ВКС Російської Федерації, що в перекиданні контингенту ОДКБ приймає участь приблизно 75 літаків збройних, власне, ВКС Російської Федерації. Враховуючи 76, в залежності від модифікації, може брати від 1,5 сотні до 200-250 вояків. Ну, давайте порахуємо, що, ну, з урахуванням техніки, там кількість вояків Збройних сил Російської Федерації значно більше, ніж, скажімо, заявлено офіційно. Плюс, відповідно, передислокація підрозділів Збройних сил Російської Федерації відбувалася не тільки повітряним шляхом, але й безпосередньо суходолом. Тобто ми можемо говорити про те, що кількість російських військ, яка знаходиться на території Казахстану, вона не відповідає дійсності. І головне, Юльсум, те, що ті війська Російської Федерації, які були введені на території Казахстану, вони офіційно не входять в структуру ОДКБ, крім 31-ї Ульяновської десантно-штурмової бригади. Все інше – це війська спецпризначення, власне, ну, які вирішують виключно, ну, скажімо, специфічні завдання. Тому тут запитань більш ніж достатньо і щодо кількості військ, і щодо структури так званих, ну, збройних підрозділів ОДКБ. То есть правильно ли я понимаю, что, на ваш взгляд, сейчас осуществляется вот такая очередная гибридная атака на Казахстан и фактическая... Ви все прекрасно правильно розумієте. Відбувається військова інтервенція з боку Російської Федерації. Тим більше останні заяви, власне, Керманича, керівника цієї військової операції, про час перебування військового контингенту, вони дають зрозуміти, що термін перебування військового контингенту буде як мінімум продовжений на невизначений час. Тобто, і в сумі йдеться фактично про постійний характер перебування Збройних сил Російської Федерації на території Казахстану. Власне, те, що відбулося і під час збройного конфлікту на території Нагорного Карабаху.
Но, пане Дмитро, в таком случае вот у меня возникает здесь вопрос. Как вы думаете, изначально вот тот протест, который был, это была инспирированная история или уже постфактум спецслужбы России, если мы так уже говорим, этим просто воспользовались и действовали просто реактивно? Ні, я так не вважаю. Ну, по-перше, давайте говорити про те, що кількість так званих протестувальників називається різна кількість, від 5 до 20 тисяч. Це перше. По-друге, давайте подивимося на географію так званих протестних виступів. Фактично була охоплена вся країна. Це свідчить, про наявність скоординованих дій, правильно? Наявність, тобто, штабу. І, відповідно, наявність так званих сплячих структур, тобто так званих консерв. Тобто це свідчить про те, що оперативні розробки російських спецслужб проводилися не один рік. Тобто готувалася бандпідпілля, причому, я не виключаю, що за підтримки навіть Комітету національної безпеки Казахстану. Це перше. І друге, те, що Російська Федерація під час цих подій намагалася просунути тезу про наявність так званого українського світу. Чому ніхто про це не говорить? Власне, це було одним з елементів інформаційно-психологічної операції російських спецслужб в моменті, скажімо так, пояснити присутність іноземних протестувальників, тобто громадян іноземних країн серед числа місцевих протестувальників. Буквально 4 дні поспіль, власне, російськими ЗМІ і, скажімо так, і українськими корисними ідіотами просувалася теза про існування координаційного центру безпосередньо в Києві. Відповідно, називалося прізвище Аблязова. Більше того, просувалася теза про його тісні контакти з українськими спеціальними службами. Оце ті небезпечні сценарії з боку російських спецслужб, які мали на меті тягнути Україну в цей, скажімо так, конфликт на пострадянському просторі. И что это все означает для Украины, в особенности на фоне тех переговоров, которые проходят в Женеве? Що означає, давайте пригадаємо, власне, те, що законтрактоване постачання вугілля з території Казахстану в обсязі 660 тисяч тонн. Правильно? Ми його фактично не отримали. До цих пір Російська Федерація блокувала, власне, постачання вугілля з території Казахстана своєї території. А наразі фактично Російська Федерація буде мати важелі впливу, щоб уникнути можливості виконання контрактів з боку Казахстану. Це перше. Постачання скрапленого газу 30% знов-таки припадає на долю Казахстану. Тобто, чим це загрожує Україні? Це фактично енергетична блокада з боку, власне, Російської Федерації. Оце наслідки тих подій, які мали місце в Казахстані. Дякую вам дуже, пане Дмитро Чухса, що знайшли время і підключились к нам в ефір. А Дмитро Снегирьов був з нами на прямому зв'язку, військовий експерт. Пане Андрію, вот буквально еще несколько минут до завершения нашего эфира. Как, на ваш взгляд, дальше будут развиваться события в Казахстане? Так или иначе, я думаю, что социальные инициативы, которые предложил своему народу Токаев, он их реализует. Это во многом снимет часть напряжения, это во многом утвердит его в той власти и в той компетенции, которая он есть по состоянию на сейчас, и которая пошатнулась в силу протестов. Если мы говорим о войсках ОДКБ, я уже просто, честно, я уважаю все точки зрения, но если умножить даже количество самолетов на количество пассажиров, которые были только что озвучены, допустим, это 20 тысяч человек были переброшены. Когда разведки других стран говорят о концентрации военнослужащих Российской Федерации вдоль границ Украины, они на что опираются? Наверное, на спутниковые снимки, эти же люди, они не в воздухе где-то зависли, они где-то размещаются. Как вы думаете, при наличии протестного настроения, возможности конфликта и так далее на территории Казахстана, иностранные разведки мониторят количество размещенных там военнослужащих? И если бы это количество размещенных военнослужащих было в 10 раз больше того, что было заявлено, они бы реагировали на это? То есть, получается, либо они подыгрывают Российской Федерации и ОДКБ, чего мы с вами допустить не можем, это же невозможно. Либо на самом деле наши подсчеты о том, что войск больше, произошла интервенция, и Токаев стал марионеткой. Слушайте, Казахстан – страна, которая в десятке стран
по запасам полезных ископаемых. То есть это не бедная страна. Казахстан – это страна, в которой средний уровень возрастная медиана находится на уровне 30 лет. То есть у них огромное количество молодого населения. Того молодого населения, которое еще и получает средний доход, который выше, чем примерно на уровне среднего дохода в Киеве. Как вы думаете, такой страной легко управлять? Это возможно сделать, тем более это мы не берем даже фактор ее территории, размера ее территории. То есть ее возможно оккупировать даже 20 тысячами, и причем военного контингента кого? Белоруссии, России и Армении. И сделать это так, чтобы это не заметили случайно в Китае, и это сделать так, чтобы не заметили случайно в Соединенных Штатах. Если все апеллируют к урану, то в мире, по-моему, сейчас около 30 атомных блоков строится. Да? Соответственно, вроде бы 40% урана, который выдобывается, он, кстати, недорогой. Это тоже нужно понимать. Это не палладий и не золото по стоимости. Его еще обогатить нужно. Они его сами не обогащают. То есть это сырье, которое и страну рассматривать как сырьевую, не размещая на ней особых скажем, средств и производств, которые формировали бы добавочную стоимость. И тем не менее, при 19 миллионах населения это и огромная территория, эта страна более обеспечена в имущественном положении и более обеспечена с точки зрения валового внутреннего продукта, нежели, допустим, Украина. Скажем, по ВВП на душу населения. И, исходя из демографии и демографической линии молодого населения, вы ее не удержите военными ни в 2000, ни в 10 тысячах, ни в 20 тысячах людей. И это мы не берем еще с вами национально-культурную особенность этой страны. Поэтому я с глубоким уважением отношусь ко всем конспирологическим версиям по поводу оккупации страны, по поводу того, как Путин будет сейчас Токаевым управлять. Но я почему-то склонен думать, что да, Казахстан будет смотреть на своих старших товарищей в части АДКБ Российскую Федерацию в вопросах, которые касаются их безопасности, но не в вопросах, которые касаются внутренней политики. А какой внутренней политики? У нас в Казахстане что происходит сейчас внешнеполитический выбор, им в Европу или с Россией дружить? Там так выбор не стоит. Так между чем и чем они выбирают? В чем ценность того, чтобы, допустим, Путин пытался оккупировать Казахстан? В чем эта ценность? Чтобы Казахстан не стал союзником Китая, так он не может не быть союзником Китая или иметь враждебные отношения с Китаем. Через него проходят логистические пути поставки товаров, сухопутные пути поставки товаров с Китая в Европу. Мои коллеги озвучивали тему с казахским углем. Получается, по такой логике, если у нас сжиженный газ, мы от него зависим части, от поставок с Казахстана, и уголь у нас теперь не приедет, то интервенция Путина в Казахстан произошла для чего? Для того, чтобы поставить под риск Украину. Это... Так и так поставки угля по железнодорожным путям. Это то, что президент сказал на пресс-конференции своей, что уголь с Казахстана все равно доедет. Если Российская Федерация путем использования логистических маршрутов могла блокировать поставку угля, то как она их еще сильнее заблокирует после оккупации Казахстана? Сжиженный газ не является тем ресурсом или тем энергоносителем, который не является заменимым с точки зрения украинского топливного рынка. Абсолютно спокойно поедет или с Европы, или поедет спокойно с Беларуси. То есть это не является невосполнимой потерей для нашего рынка топливного ресурса. Плюс у нас доля сжиженного газа в энергобалансе, в энергопотреблении, она снижается. Поэтому, понимаете, каждый рисует для себя свою картину всего того, что происходит. Что будет с Казахстаном? Будет развиваться. Будет больше социальных проектов. Людей должны после таких сотрясений ублажить, если хотите. Дать больше бонусов, улучшить их жизнь. Цены на газ сжиженный не будут поднимать. Все. Если это была попытка смены политического устройства, она не состоялась. Если это попытка внешних сил дестабилизировать ситуацию внутри страны, она тоже не состоялась. Но тогда, собственно говоря, попытка была, она оказалась неуспешной. То, что влияние России увеличилось, оно что было маленьким. На самом деле, давайте объективности ради. Они, Казахстан и Российская Федерация, они входят в торгово-экономические союзы вместе. И уже, как мы с вами узнали,
военно-политические союзы, ОДКБ. Ну, соответственно, они так или иначе координируют свою политику. Плюс Китай и Российская Федерация, они не являются противниками, где кто-то друг друга должен подставлять. И у Казахстана, если уже для него делать какой-то геополитический выбор, ну, то это не Европа и Россия, а скорее Китай или Россия. Ну, а зачем здесь выбор делать, если эти субъекты не являются противниками по состоянию на сегодня? Так что мне кажется, что эту ситуацию нужно немножко глубже смотреть и анализировать уже чуть-чуть, когда время пройдет, когда будет появляться больше информации. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чухсагну, що приїхали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Андрей Вигеринский, политичный аналитик, был гостем нашей студии. Я с вами не прощаюсь, мы прерываемся буквально на 5 минут. После вернемся в эту студию и продолжим наш эфир на крымско-татарском языке. Не переключайтесь. Коршкенч.